Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года для водолеев. Это у нас карта недели. Отношения, работа, финансы, удача недели, проблема недели, совет. Десятка червовая для водолеев выпадает как основная карта. И хочу сказать, что это очень удачное время для водолеев, когда вы поймете, что у вас есть много людей, которые вас поддерживают. Это люди, которые проверены будут, или они уже проверены, да, либо они будут проверены вот на этой неделе. То есть вы поймете, что вы не одиноки, что вы всегда с людьми, которые вас любят, поддерживают, обожают и считают вас самым лучшим человеком, да, и доверяют вам и так далее. То есть очень хорошая возможность для того, чтобы испытать большое количество чувства любви, привязанности, радости, счастья и так далее. Просто замечательная неделя для водолеев. Также эта карта говорит о том, что, скорее всего, будут какие-то сложности происходить вот на этой неделе, и именно друзья не дадут вам расстроиться, впасть там в депрессию, они будут рядом. Кроме того, карта говорит о том, что, может быть, будет кто-то как-то обижать вас, да, и вот опять же за вас вступятся ваши близкие, родные, друзья. Также очень часто мы сами попадаем вот под влияние каких-то зависимостей, допустим, там алкоголя или еще чего-то такого негативного, да, и вот тоже друзья нам приходят на помощь, и нам, у нас получается как-то выйти из этого состояния, то есть так тоже может проигрываться карта. Теперь для тех, кто в поиске партнера, туз бубновый, замечательная карта, которая обещает нам встречу. Вообще вот эта карта, она больше всего подходит для девушек. Именно для них тут обещан партнер, какой-то очень интересный, яркий человек, такой очень открытый, искренний, веселый, который умеет добиваться в жизни многого, да, то есть очень хорошая такая возможность. А для молодых людей, для мужчин, здесь есть возможность проявить активность и познакомиться с девушкой, которая вот очень интересна. Вот по тузам всегда очень хорошие знакомства происходят, так что нужно использовать эту неделю, но здесь без активности не обойтись. То есть это не кармическая карта, когда вот оно происходит и все. Здесь нужно обязательно проявлять инициативу, вот по этой карте нужно обязательно быть таким веселым, счастливым, оптимистичным для того, чтобы вот привлечь к себе нужного человека. Такого же и привлечете. Для тех, кто в паре, восьмерка пиковая говорит о том, что, скорее всего, вам тут даже и не удается побыть в паре, да, в основном тут вокруг вас люди постоянно, либо вы заняты очень сильно деятельностью, и у вас очень много хлопот с клиентами, с другими людьми, да, постоянное какое-то общение избыточное, либо у вас здесь в доме, допустим, там родственники, много детей, и, в общем, много людей, которые вот рядом с вами, и у вас даже не остается время, возможно, друг на друга обратить внимание. Также здесь может быть один из партнеров увлечен сейчас каким-то творческим проектом, может быть, учится или там старается вот в это время реализовать какие-то свои новые способности, таланты, да, и вот поэтому, может быть, тоже нет возможности вот для такого близкого общения. А может быть, просто вы устали друг от друга, и вам нужно выйти в свет, в люди, нужно, чтобы встретились с друзьями, допустим, да, чтобы было побольше общества. Может быть, вам уже надоело друг на друге концентрировать внимание, и эта неделя тоже удачная для этого. То есть такая перемена на благо. И вообще вот эта карта природы, когда мы выезжаем там к реке, выходим в парк, гуляем, это тоже очень хорошо скажется на отношениях. Теперь
Работа. Для тех, кто в поиске работы, дама пиковая говорит о том, что для вас жизнь приготовила подарок, работу, которая, скорее всего, вам очень понравится. По крайней мере, ваш кошелек наполнится точно, и у вас не будет проблем с деньгами. Может быть, это, конечно, не та работа, которую бы вы хотели, может быть, это просто вот для денег, но, возможно, это вам сейчас и нужно. Для тех, кто работает или у кого бизнес, туз червовый выпадает. Карта говорит о том, что здесь будет необходимо очень много действовать, возможно, даже передвижения, перемещения какие-то, может быть, даже какие-то поездки такие кратковременные, да, но в любом случае здесь не придется скучать на этой неделе. Чем больше активности, чем больше будет результат. Если вот по этой карте не проявлять активность, тогда результатов вообще никаких не будет. Вот все-таки, даже если что-то с работой не получается, допустим, вас там отправили в отпуск, да, даже в таком случае нужно все равно заниматься либо самообразованием, либо дополнительной какой-то работой, может, дополнительный заработок. В любом случае здесь нужно проявляться. Карта очень хорошая для разных там соревнований, выигрышей, конкурсов. То есть вот здесь вот можно победить водолеем на этой неделе. То есть если вам предлагают, участвуйте. У вас прям очень хороший шанс есть. Кроме того, карта говорит о том, что вы можете быть приглашены куда-то. Вот, и это приглашение как-то хорошо скажется на вашей деятельности. А также эта карта связана с такой вот любовью к своей работе, к своему делу, когда мы даже не замечаем, как это время проходит за время работы. И эта карта очень часто повышение по службе, просто привлечение внимания, когда мы что-то хорошо сделали, допустим, какой-то проект, свою работу, и вот на нас все внимание, нас благодарят. Вот очень хорошая возможность у водолеев для работ, для финансов. Выпадают у нас десятка пиковая для тех, кто на зарплате. Карта говорит о том, что есть возможность, скорее всего, улучшения материального положения. Если раньше было вот сложно, то сейчас вот как-то выход за пределы, за проблемы. И сейчас есть возможность как бы заработка именно на этой неделе. Особенно если вы заняты коммерцией или там, допустим, заведуете отделом продаж. В общем, все, что связано с покупками, продажами, коммерцией, там какими-то поездками, командировками, это очень хорошая возможность, чтобы заработать. Ну и вообще вот эта карта часто очень говорит о том, что потратьте деньги на образование, и у вас станет потом больше денег. Для тех, у кого свое дело, король пиковый говорит о том, что, скорее всего, вы вот будете получать деньги согласно своему статусу. Вот эта карта власти, когда в вашей власти зарабатывать больше или меньше. Вот чем больше вы вложитесь, чем больше активности проявите, тем больше денег будет. Кроме того, здесь могут приходить какие-то поощрения от власти, да, какие-то разрешения, какие-то документы, которые позволят вам зарабатывать, которые позволят вести деятельность. Или, может быть, это будут люди, которые с вами вместе будут зарабатывать, да, может быть, это партнеры, которые, ну, как бы хорошо так на ногах стоят, да, у них есть деньги, у них есть власть и все такое прочее, то есть, может быть, и они вам будут помогать зарабатывать. Также эта карта связана с творчеством, да, если, допустим, у вас какие-то творческие проекты, вот ваше дело, это касается творчества. Что такое творчество? Это когда мы что-то делаем с любовью и выражаем таким образом свои способности, таланты. Вот если с помощью этого вы зарабатываете, да, то вот деньги будут у вас на этой неделе. Теперь удача. Для удачи у нас как раз выпадает карта удачи, карта ангела-хранителя и помощи от высших сил. Карта говорит о том, что удачно будет решать любые вопросы, которые вот у вас накопились. Но самое важное тут что? То, что вы, допустим, долгое время пытались, старались,
ничего не получалось, а тут вдруг раз, и все сдвинулось с места. Просто как бы само собой начинает все решаться. Это тоже карта говорит о том, что можно решать и юридические вопросы здесь, и вопросы с судами. И если, допустим, были сложности какие-то с путешествиями, с какими-то иностранными там компаниями, да, или с иностранными какими-то связями, там, выплатами, которые в валюте, да, вот тоже здесь может все решаться. Если у вас были сложности, допустим, не могли сдать экзамен там по английскому или по какому-то языку, да, в посольстве, вот, может быть, даже сейчас для кого-то это будет решаться. В общем, очень важная такая карта, когда вы можете вот вдруг ни с того ни с сего просто решить все свои вопросы. Или по этой карте очень часто просто приходит везение. Вот просто начинает вести, и все, как белая полоса начинается. Для проблемы у нас выпала дама бубновая. Это карта очень таких резких, неожиданных поворотов в нашей жизни, в нашей судьбе. И это касаться может быть особенно деятельности, да, и финансов. И вот проблема в том, что вообще это происходит. Эти события резкие, они как бы вмешиваются в нашу жизнь и не дают нам как бы продолжать в том темпе, в том направлении, в котором мы привыкли. Нам нужно срочно что-то менять, нам нужно там добавлять, убавлять, учиться, в общем, знакомиться с новыми людьми и так далее. То есть нужно прям активность такую проявлять. И в этом трудность для нас, сложность. И совет семерка пиковая. Карта говорит о том, что нужно обязательно на все, чтобы было разрешение. Если, допустим, вы ведете дела, надо обязательно, чтобы это все было там по закону, по правилам и так далее. Если нужно выплатить что-то, там, допустим, какие-то есть счета у вас, да, неоплаченные, нужно обязательно оплатить. По долгам, по кредитам тоже все обязательно должно быть оплачено для того, чтобы не было в дальнейшем сложностей. Также карта связи, когда мы пишем, звоним, в общем, когда мы не напрямую общаемся, а через какие-то средства связи, это тоже вот для нас очень удачно на этой неделе, многое можно решить таким образом. Друзья, желаю вам замечательной недели, чтобы только самое лучшее сбывалось для вас. Всего вам доброго, здоровья, радости, до новых встреч!